Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. 44-й грех. Аль-мусаввируна фи thияби валь-хитам. Те, которые делают изображения на одежде, на стенах. То есть, тут глава, в общем, про изображение, но автор выделил именно изображение на одежде и изображение на стенах, так как обычно это места для возвеличивания. И приводит хадис. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. После того, как я приведу и объясню эти хадисы, мы возьмем современный вопрос. Это то, что касается фотографий. Поэтому не спешите с вопросами. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман саввара суратан», тот, кто создал изображение, кто сделал изображение, куллифа ан юнфаха фиха руха, возложится на него вдуть в нее жизнь, душу, вселить в нее душу, в это изображение. Валяйся бинафихин, однако он не сможет этого сделать. Потому что это может только Аллах субханаху ва тааля. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ашадду наси азабан яум аль-киямати аль-мусаввирун. Юкалю лахум ахью ма халактум». Одно из самых сильных наказаний в судный день будет дано аль-мусаввирун, те, которые делают изображения. И будет им сказано: оживите то, что вы создали, оживите то, что вы сделали. Этот хадис в Бухари, в Муслиме приходит. Также Аиша, ради Аллаху анха, говорит: «Кадима Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям мин сафар». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся из путешествия. «Вакад сатарту сахватан ли бикирамин фихи тамасиль». И до этого я, говорит, повесила занавеску, на которой было изображение. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сорвал ее и изменился в лице, то есть покраснело его лицо от гнева. И сказал: «Ашадду наси азабан индаллахи аллазин юдахуна халкаллах». Самое сильное наказание в судный день будет тем, кто уподобляется Аллаху, кто уподобляется творению Аллаха, сопоставляют себя с созданием Аллаха. Также приходит хадис, в котором говорится: «Аллазина яснауна хазах суар юаззабуна яум аль-киямати». Те, которые делают эти изображения, будут наказаны в судный день, и скажут им: ахью ма халактум, оживите то, что вы создали. Также от Ибн Аббаса приводится, ради Аллаху анху: «Сами'ту Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассалям якуль», сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: «Куллю мусаввирин финнар», каждый тот, кто создает изображение в огне. «Юдж'алу лаху бикулли суратин саввараха нафсун фаю'аззибуху фи джаханнам». И каждое изображение, которое он сделал, будет дана жизнь, и они будут наказывать его в джаханнам. И также приводится хадис, в котором Аллах субханаху ва тааля говорит, то есть хадис кудси: «Ваман атляму мимман захаба яхлуку ка халки». И говорит: кто же несправедливее, чем тот, кто
пытается подражать мне в моем создании. Пытается подражать мне в моем создании. Если он себя хочет выставить как создателя, пускай, говорит, создаст зернышко, пускай создаст пшеницу, пускай создаст что-либо. То есть, если человек хочет выставить себя создателем, пускай вот это все, что он видит, он попытается сам создать из ничего. Также приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял тех, кто делает изображение. То есть, это художник, который рисует, делает изображение, в котором есть глаза, нос, рот, голова, изображение, которое сопоставимо с жизнью, Поэтому смайлик, например, это не изображение, потому что это несопоставимо с жизнью. Живое такое не может быть. И у нас есть современный вопрос. Это фотография. И когда появились фотоаппараты, когда появились фотографии, некоторые ученые, согласно вот этим хадисам, запретили это и сказали, это является харамом, это является запретным, только если есть нужда в этом, или если человек только вынужден для этого, как, например, для паспорта, для каких-то документов. Но многие, иногда братья говорят, что большинство ученых запрещает фотографии. Но при этом забывают сказать, что за большинство ученых саудийских. А у нас же ученые живут не только в Саудии, также. Поэтому часто вот такое встречается, когда братья говорят, что большинство ученых говорят так-то, и забывают они говорить, что это они услышали от саудийских ученых, или то, что это в Саудии ученые так сказали. Хотя помимо Саудии очень много ученых, которые могут давать другую фетву в этих вопросах. Поэтому это очень важно аманат, который есть в знаниях. Иногда человек видит, что много ученых сказали что-то, и говорит большинство ученых. Есть разница, когда человек говорит многие ученые, и есть человек, когда говорит большинство ученых. Большинство ученых, это значит, если всех ученых взять, то большая их часть сказали данную фетву. А если когда человек говорит многие ученые, то этим он не подразумевает, что это большинство из них. То есть их количество многочисленно, кто так сказал, но они могут занимать как и большую часть этих ученых, так и меньшую часть этих ученых. Но их много сами по себе. То есть не один, не два, а много. Поэтому вот эти высказывания очень опасны и требуют в себе тщательного изучения. И те, которые... И есть ученые, как я сказал, много ученых. А большинство я не могу сказать, так как у меня нету в этом вопросе изыскания, то скажу, что это многие ученые разрешили. И ответили на доказательства тех, кто запрещает. Одно из доказательств, которые сказали ученые, которые запрещают, они вот привели этот хадис и сказали, что причиной запрета создания изображения является мудахат. Мудахат — это что такое? Это сличение, или сопоставление, или сравнение. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна лазина яснауна хазихи сур», те, которые делают эти изображения, будут наказаны в судный день. Однако, вот это слово аль-мудахат, это означает, когда есть что-то, и ты делаешь что-то, стараешься сделать что-то подобное этому. Как, например, человек написал на бумаге своим почерком что-то, письмо. И ты, смотря на этот почерк,
пытаешься что? Сопоставить свой почерк, пытаешься скопировать его почерк. Да. И человек, смотря на это, говорит: ты скопировал мой почерк. Вот это мудахат. А если, например, человек возьмет, ты что-то письмо написал и сфотографирует этот почерк, это твое письмо, можно ли сказать, что он скопировал твой почерк? Нельзя сказать, что он скопировал твой почерк, потому что это и есть твой почерк. Это и есть твой почерк. То же самое тут нельзя сказать, что здесь есть мудахат, потому что мудахат, как мы сказали, сличение или сопоставление, это когда что человек пытается своими усилиями сделать что-то похожее на другое. И поэтому в фотографировании этого нету. Фотографирования этого нету, потому что фотоны, лучи, которые от предмета отталкиваются и возвращаются к нам в глаза, идут к нам в глаза, то же самое и в фотоаппарате. Мы, когда фотографируем, мы что делаем? Просто, как ученые сказали, закрепляем тень. Вот у человека тень есть, и как бы мы ее закрепляем на одном месте. То же самое фотографирование. Еще можно сравнить с зеркалом. То есть человек посмотрел на зеркало, и мы что сделали? Закрепили это изображение. Мы не создали что-то новое, а перенесли изображение если фотография, на чувствительную бумагу, и все. Это и есть само изображение человека. Как зеркало или как закрепление тени. Поэтому тут мудахата нету. Тут нету попытки сопоставить с творением Аллаха. А именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, именно указал тут, что художник, он что делает? Он добавляет, он создает, он пытается создать такое же, то есть копирует. Вот это мудахат, это и есть копирование, это и есть сопоставление, это и есть сличение. Также некоторые сказали, другой далиль сказали, говорит, вы же называете это тасвир, сура, по-арабски будет, образ. Но из-за того, что у них есть общее название, это не делает их суть общим. То, что у чего-то есть общее название, не делает эти вещи, что у них суть одно и то же. У много чего есть одно название или наоборот, у одной вещи могут быть разные названия, но из-за того, что название изменилось, суть его не изменяется. Как бы мы хамр не назвали, какие бы только имена мы не дали, он останется что? Хамром. Даже если мы дадим ему красивое имя, так же? И наоборот, если что-то, например, халяльное назовется хамром, то от этого это халяльный напиток не станет хамром, даже если мы его так назовем. То же самое тут, даже если это и называется сура, однако их сути разные, потому что здесь есть фотографирование, это перенесение изображения или закрепление тени, можно сказать, или закрепление тени изображения этого зеркала. Однако, когда человек сам рисует, это уже создание идет. Пускай это памятник будет, пускай это рисунок будет. Тут уже идет сам процесс создания, сам процесс сопоставления именно. Поэтому это не подходит для этого. Также некоторые сказали, хорошо, говорят, тогда мы возьмем, говорят, глину, на лицо человека налепим, и это возьмем и сделаем скульптуру. Однако тут опять идет не перенесение изображения того, что уже есть, а здесь идет именно создание опять. Опять же создание. То же самое 3D-принтер. 3D-принтер, который делает, это идет именно создание, а не сопоставление, а не перенесение изображения. Также некоторые сказали, есть же
Но те, которые разрешают фотографирование, они же и эти фотографии не разрешают вешать на стены, вешать в места, где есть места, которые определены для возвеличивания. Однако мы скажем то, что ученые, которые разрешают фотографии, не разрешают их вешать на стену, это не значит, что они одинаковые суры. Потому что причина, почему запрет есть вешать на стены, какая? Потому что это место возвеличивания, и идет возвеличивание этому. И поэтому тут ученые, которые разрешили фотографии, но они запретили, что вешать на стену не потому, что они одинаковые в своей сути, а потому что они приводят к одной цели, к одному мотиву, который сам по себе и является запрещенным, это возвеличивание уже. Поэтому, как в некоторых хадисах приходит, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже если эту занавеску и снял, но он ее использовал для постели. И для подушки. Потому что это не является вещью для возвеличения человека, потому что ложится, и наоборот, это как бы унижение. Поэтому тут, как я сказал, ученые, которые разрешают, они говорят, это можно сравнить или как закрепление тени человека, потому что то же самое изображение, которое попадает в фотоаппарат, или прибор, который фиксирует это изображение, это что? Это вот эти же фотоны, которые отходят от предмета и попадают, и это фиксируется на бумагу чувствительную или на этот прибор чувствительный. И это есть то же самое, что создал Аллах. Это перенесение изображения, которое создал Аллах. Однако, когда человек рисует, это что? Это он сам, это создание идет уже. Поэтому это несравнимо. Или же говорят, что это как зеркало. То есть, каждый из них это передача изображения. Когда человек смотрит в зеркало, он видит свое изображение таким, как создал его Аллах. Таким, как создал Аллах. И это закрепление зеркала. Однако не приходит от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он где-то запрещал вешать зеркало или запрещал смотреть в зеркало. И наоборот приходит, что это разрешено. И если бы фотография была бы запрещена, то тем более было бы запрещено зеркало, так как там не только закрепление того, что уже есть, а еще там оно двигается. Вне зависимости от того, что оно является временным. Даже если оно временно, то был бы запрет на именно установление зеркал. Однако, как мы знаем, в шариате нет запрета на установление этого зеркала. И так же, как зеркало, оно различается по качеству. Например, вода, когда передает изображение твое, или какое-то железо, которое отполировано. Также зеркало сейчас, например, и раньше, они по качеству разные, то поэтому и фотография с разными качествами, что тоже разрешено, потому что как зеркало иногда передает более плохое изображение в зависимости от качеств, хотя сейчас зеркала в большинстве случаев сделаны в хорошем виде, чем раньше. Раньше зеркала намного хуже передавали изображение, но при этом не было запрещено. А сейчас зеркала намного лучше передают изображение. Также и фотоаппараты, мы знаем, что они различаются по качеству передачи и закрепления этого образа. Поэтому само слово саввара, которое использует пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и называет тех, которые делают саввара, он называет их мусауэр. Однако, как я сказал, тасвир слова, или саввара слова, или мусауэр, это означает в арабском языке
когда человек делает что-то похожим на другое. Когда человек делает одно похожим на другое. Оно может быть похожим в цвете, оно может быть похожим в форме, оно может похоже быть в других вещах. И вот это называется что? Саувара. Саувара. А когда фотоаппарат делает снимок, то нельзя сказать, что оно делает что-то похожим на это. Потому что, как мы сказали, это и есть те протоны, которые после того, как от Солнца пали на этот предмет, они перешли просто, как нам в глаза переходят, как на зеркало переходят, они перешли просто в аппарат и закрепили то, что уже создал Аллах, то, что создал Аллах. И тут нету уподобления одного другому. Нету уподобления, когда художник сам делает что-то, или скульптор сам делает что-то, или даже пускай это будет слепок, потому что тут идет уже создание, а тут просто перенесение и закрепление изображения. Перенесение и закрепление изображения. Поэтому я склоняюсь больше к тому, что использование этих аппаратов разрешено, естественно, со своими давабитами, со своими условиями. Это как то, чтобы вот эти изображения уже не устанавливались на места для возвеличивания, и не использовались в запретном, например, когда изображение делается гаурата, изображение гаурата для передачи тому, кому нельзя смотреть на этот гаурат, или когда человек излишествует в этом, То есть со своими условиями, со своими этими, иншаллах, можно, так как есть большая разница между то, что делает фотоаппарат, и то, что делает художник. Как мы сказали, художник это саувара, это делает что-то подобно чему-то. Сопоставляет их в качествах. А фотоаппарат, он переносит то, что уже есть. Просто закрепляет это на каком-то предмете. Как зеркало или как сказал, тень, как закрепление тени. Поэтому, иншаллах, эти вещи, фотографирование, также и снимок видеокамер, это, иншаллах, халяль и разрешено. Нет в этом проблем, в отличие от именно нарисования руки, создания скульптур или подобные этим вещам, когда человек именно не закрепляет, а человек сопоставляет именно. И именно имеет смысл создание, а не имеет смысл перенесение изображения. Это был 44-й грех. Мусауверу фи сияби валь хитан. Создатель изображений на одежде, на стенах и подобно этим вещах. То есть на вещах, где обычно что делается, это устанавливается для возвеличивания. Поэтому, как мы сказали, фотографии его нельзя вешать на стену. Те, которые разрешили, они сказали, что нельзя вешать на стену. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду. Аллаху акбар, Аллах.